выиграл конкурс Рустам Магалевич. Мы... А вы откуда? Он с нашего института культуры. Кстати, наш институт культуры, они здесь всей группой пришли. Мы весь группы. Он очень был активен на потоке. И самое интересное, то, что он за собой прям всех ребят повел. Села. Ну, скажу, Чуличинский район. Нинди? Чуличинский район. Пошел. Да. Настроение. Сам детский абонемент. Очень интересно. Стеллажи как лабиринты. здесь нет углов, Это для самых маленьких. Важный принцип и в некотором смысле отработка того решения, которое в Национальной библиотеке будет, это открытое хранение. Кстати, есть исследования британские, что если дети учатся в классах, в которых стоят книги, они учатся лучше, успевают выше, чем дети в классах, где нет книг. Я сейчас понял, почему у меня образования не хватает. Не было книг рядом со мной. Смотрите, как все это сделано. Причем еще понимаете, чем хорошо? Человек ходит, вот когда он смотрит на каталог, продвижение, да, это сразу продвижение. а так он идет и видит книгу, у него цепляется глаз. Вообще, когда проектировали, сначала испугались, что старшее поколение, здесь очень много читателей старшего поколения, испугаются вот таких. И наоборот, А они наоборот, вот и Вот Руслан архитектор. Руслан нам очень серьезно помог. коротить, что ли? Челнинский просто. Борис. Руслан здесь Миша. полгода жил фактически вместе со А вы откуда строителями. казанские? Молодец. Молодцы, очень понравилось. Хотим вам вручить, во-первых, единый электронный читательский билет. С помощью него вы можете получить обслуживание в любой библиотеке Республики Татарстан. Но Пока работаю президентом, у меня есть карточки, но потом пригодится. с помощью этого электронного единого читательского билета вы можете еще взять книгу без помощи библиотекаря, с помощью нашей инновационной станции самообслуживания. Могу показать, как это работает. Хорошо. Смотрите, заходим в личный кабинет. Здесь есть штрих-код. Сканируем штрих-код. Вот. Вышел ваш личный кабинет. Точно. Вы можете взять какую-нибудь книгу. Вот, например, предлагаю вам татарский кодекс Потукая. Для этого нажимаем кнопку «Взять». Кладем книгу на полку. Видите, он ее распознал. Нажимаем «Взять». На всякий случай берем чек, где прописано, когда нам нужно книгу вернуть. Нажимаем «Готово». Выходим из личного кабинета. Книга на 2 недели ваша. Читательский билет ваш. Валерия Ким. Я являюсь продюсером проекта «История Татарстана» и по совместительству сегодняшним модератором встречи. Заранее прошу прощения за свое волнение. Я, конечно, очень давно работаю с блогерами, но с какими блогерами? Главными блогерами республики впервые. Итак, за последние годы наша команда реализовала большое количество проектов с участием блогеров. А в этом году мы отмечаем 100-летие ТАССР. И в связи с этим мы подготовили, наверное, самый масштабный проект, в котором к августу примет участие более 100 блогеров. Мое место рождения – это Кордон. Это в Слободском районе, рядом с деревней Новый Арыш. Год один раз я стараюсь туда поехать. Там сейчас пасека. Но дом, где мы, вот мои старшие брат и я родились, наверное, это самое такое место родник, там лес, там других домов нет, ничего нет, но там пасека вот сейчас. И раньше тоже так же было. Поэтому есть некие места, понятно, что таких мест достаточно много, но следующие, там, где я вырос, это в Сабинском районе, поселок Лесхоз. Но вот это место, где в лесу мы родились, это, наверное, самое такое сказочное и неприятное место. К моему стыду, вопросы школы в нашем доме моя жена ведет. Мне очень стыдно, хотя я стараюсь
появляться время от времени, но я считаю, что это очень важный этап становления ребенка. Вот в школу, в какую среду он попадет, какая школа, как он будет раскрывать себя. Поэтому сегодня много достойных школ в нашей республике, особенно в Казани. Значит, есть и частные школы, есть и вот новое направление билингвальной школы, очень перспективное, очень у нас такого высокого уровня международная школа. То есть в любом случае я считаю, что для любого родителя и наследство оставить, это не возбраняется, конечно, если можно оставить, отдать хорошее образование, хорошее воспитание своему ребенку. Это вот самое главное. Научились уже сейчас вот находиться в помещениях, там, держать социальную дистанцию. Я думаю, что следующий этап у нас не так много. У нас остались рестораны, кафе, где люди общаются, значит, вот эти большие общественные мероприятия, особенно концерты, где театры, концерты, которые как бы очень важны, нужны, спортивные мероприятия. Но я уверен, что если вот таким образом мы ситуацию будем контролировать, Без биг көтәбез. Бездә көтәбез. Безгә дә бу җитди, аралашу, күрү, кешеләр арды, өйдә утырып, аларга аралашасы килә, күрәсе килә, кеше янына чыгасы килә, шуңа күрә андый мөмкинлек киләчәктә булыр дип ышанам.